потом понял, что, оказывается, допустили несколько ошибок. У кого из вас хоть разу было? Любая ошибка в недвижимости обойдется вам десятка тысяч долларов ошибок. Не дешево обойдется вам. А если вы неправильно еще ипотеками связались и так далее, вообще проблемы намного больше. Намного больше. Я буду показывать очень много разных моделей, которые действительно принесут очень много денег. Много денег. Ну, пошагово надо их практиковать. За один день это все усваивать, может быть, не получится у вас. Может быть, у кого-то из вас вы поедете к себе домой, что-то сразу получится практиковать, а для кого-то из вас придется какие-то инфраструктуры создавать. Время нужно будет и так далее. Это нормально. Это естественно, это нормально. Потому что потом это еще зависит от вашей способности. Ваши способности тоже большую роль играют. Например, одни люди очень умеют наладить отношения, коммуникацию создать намного быстрее по сравнению с другими людьми. Одни люди могут создать больше уровень доверия по сравнению с другими людьми. То есть все взаимосвязано. Поэтому что-то у вас быстро получится, что-то не очень быстро получится. Но главное, одну важную вещь надо понимать. Даже если у вас что-то быстро не получится, это не означает, что у вас никогда не получится. Это означает, что вы должны вот эту цель держать в голове, потихонечку планировать, последовательно дойти до этой цели. Просто вы должны дойти до этой цели. Это очень-очень важный момент. Главное, чтобы понять, как это адаптировать у себя. Вот чем вы сейчас занимаетесь, главное понять, как это все вы могли бы практиковать. Я вам покажу, как я это все делаю, и вы можете просто потихонечку их практиковать. Что-то из них быстро вы можете делать, что-то медленно можете делать. Но главное, что вы начали эти вещи постепенно потом практиковать. Вот. Давайте посмотрим инструменты для инвестиций. Вообще недвижимость ориентируется большинство людей его как инвестиция. Согласны? Большинство людей, когда слышат слово недвижимость, они его воспринимают как инструмент для инвестиций. Ну, давайте посмотрим, какие инструменты есть вообще для инвестирования и так далее. Авторское право. Можно инвестировать. Это одно из инструментов, которые можно инвестировать в себе и так далее. Образование. Да, это один из очень хороших инструментов для инвестирования. Классный. Недвижимость тоже один из инструментов для инвестирования. Другое это дети. Вы инвестируете в детей, это вообще классный банк, они постоянно дают доход. Еще, конечно, как вы их воспитали. На самом деле дети это классный инструмент для инвестиций. Это надо честно признаваться, это так и есть, но главное, как еще воспитываете их, конечно. Что завтра он не разбогател, не сказал, эй, бай-бай, я ушел там, Америка, извини, чтобы такого не было, да? Вот. Дальше бизнес. Бизнес это инструмент для инвестиций, то есть получается искусство. Это там картины, всякие там, это бывает же, такое, как называется, это коллекционеры, которые собирают всякие виды и так далее. Это тоже инвестиция. Люди инвестируют. Профессия это тоже инвестиция. Золото инвестиция, акции инвестиции, паевые инвестиционные фонды это инвестиция. Все эти инструменты являются инвестиционные инструменты, которые любой человек может выбрать, потихонечку инвестировать в зависимости от того, на что ты понимаешь, на что ты профессионал, что тебе ближе, что ты осознаешь и так далее. Несколько лет тому назад, когда-то это несколько 15-20 лет назад, я начал эти вещи изучать, что мне ближе, что я могу понимать, на что мне надо побольше вложить. Вы во всем делать не надо. Вы не можете быть во всем это профессионалом, во всем этим суперэкспертом невозможно стать, но надо в одном направлении стать сильным, в одном направлении. Вы зарабатываете там, где вы профессионал, а в том направлении, где вы не профессионал, вы не можете зарабатывать. Согласны? Вы там теряете, вы там платите за учебу. Согласны? Ты теряешь, поймешь, как не надо было делать. Потом теряешь, поймешь, как не надо было делать. Вот так, ну, одним словом, ты учишься. Учишься, но очень дорогая учеба, слишком дорогая учеба. Почему? Потому что эта ошибка ты потом повторить не можешь же специально. Успех повторить можешь. Вот ты чему-то научился один раз, ты можешь это повторить и так далее, развиваться. А вот негативный опыт, ты же не будешь его специально повторить.
Поэтому это очень слишком дорогой опыт, дорогой учеба и так далее. Если теперь давайте посмотрим, из этого столько-то видов инструментов, недвижимость какое место займет и что. Почему эти вещи я показываю людям, с какой целью это показываю? Целью, чтобы человек осознавал, что более выгодное, что менее выгодное. Они же все одинаково выгодны не бывают. Согласны? Они все одинаково выгодны не бывают. Давайте посмотрим, какой из этих инструментов дает нам доход. Какой из этих инструментов могут нам постоянный доход давать и так далее. Авторские права постоянный доход могут не давать вам. Вы его продаете одноразово и так далее. Дальше. Образование дает постоянный доход. Такой. Недвижимость дает постоянный доход. Дети могут давать постоянный доход. Бизнес могут давать постоянный доход. Искусство, она не могут давать постоянный доход. Она, если подорожает со временем, вы можете его продавать. Профессия могут давать постоянный доход. Вот. Золото постоянный доход не дает. Вы его купили, стоит у вас там банковские ячейки, потом, когда подорожает, вы его можете продавать и так далее. То есть, получается, акции порой постоянный доход не дает. Вот если цена поднимается, вы на него продадите, зарабатываете. Появились инвестиционные фонды, это тоже так. Появились инвестиционные фонды, мы знаем, что они бывают облигации, бывают акции, в общем, разного вида, да? Вот. Они тоже не дадут постоянный доход и так далее. То есть, уже мы начинаем по несколько критериев оценивать. По несколько критериев, когда мы начнем оценивать, у нас появляется понимание, что лучше, что менее выгодно, что более выгодно, чтобы мы с вами свою энергию, свой финанс фокусировались на то направление, которое более прибыльное, более выгодно для нас с вами. Давайте посмотрим одновременно прибыль. Недвижимость могут давать вам прибыль одновременно за счет прироста. То есть цена подорожает. Согласны? То есть вы купили на 100 тысяч долларов, подорожало 130 тысяч стал, 140 тысяч стал, или 150 тысяч стал. Согласны? Да. То есть цена за счет прироста бывает. Это один вид дохода. Другой вид дохода за счет улучшения актива. Вы можете приобрести и его улучшить. То есть вы приделать можете, его ремонтировать можете, можете там, не знаю, просто дизайн приделать можете. Или там можете вы какие-то документации, целевое назначение приделать можете. Я знаю парня, который в недвижимости приобрел 7 миллионов тенге. На 7 миллионов тенге он покупал участок. Он делал определенную работу с ним и продавал 1 200 чем-то тысяч долларов. Он у меня ученик. Он у меня индивидуально учится, в индивидуальной группе. В Нур-Султане живет. У меня таких учеников очень много. Вы представьте, 7 миллионов тенге брал. Я спросил у него, я догадал, я ему сказал, наверное, хозяин это актив, он вообще счастлив был, когда ты его купил. Да, он сказал, я был очень счастлив. Почему очень счастлив? Он говорит, он был очень счастлив, потому что он не знал с ним, что делать. Это была для него головной боль. Почти 10 лет не мог продать. Я у него купил за 7 миллионов тенге. А 7 миллионов тенге это сколько? Это где-то 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов? Нет. На миллион долларов? 1 200 000. Вот такой профессионал. Он что-то делал.